Испытано на себе. Друзья, помните выражение «театр начинается с вешалки»? Так вот, если классический театр начинается с вешалки, то с чего же начинается кукольный театр? Как мне кажется, он начинается с мастерской папы Карла, если так можно сказать. Но с мастерской людей, которые изначально изготавливают эти куклы для спектаклей. Итак, кукольный мастер называется сегодняшняя программа. Это испытано на себе. Всем привет. Итак, поехали. Сейчас идет спектакль «Репка». Вот эскизы. Можно просто. Так, а получается, Саша, вот расскажи, изначально начинается художник рисует эскиз, да? Да, совершенно И потом верно. начинается вот следующие действия какие, что по нем потом? Собирается худсовет, принимают или не принимают, там, если что-то подкорректировать. Угу. Потом... То есть сам образ пока, да, решается? Нет, образ решается раньше. Они определяются художник, постановщик и режиссер в основном. Потом, когда все уже будет готово, собирается худсовет, принимается на худсовете, потом техсовет собирается. Это уже непосредственно цеха собираются, которые будут... Это уже по нюансам изготовления непосредственно, да? Ну да, совершенно верно. Размеры, да, чертежи и все такое. Вот. На каком этапе на ваш верстак уже ложится определенная часть этой работы? Ну... После техсовета? После техсовета, да, практически сразу обычно. Если есть материал, то сразу. Если нет, ждем материал. Ну или что-то подбираем из того, что есть. Вот. И вот сейчас, в данный момент, над чем работаете, что изготавливаете? Это персонажи будут, тараканы. Сам спектакль, он в стиле Muppet Show делаться будет. Так, ну, был такой спектакль, если кто не знает, может быть. Muppet Show, да, 90-х годах. Причем очень даже легендарные. Да, вот то есть, куклы в этом же стиле, с большими ртами. Вот это все очень упрощенные, примитивные. Вот, но некоторые есть персонажи вот такие вот. Здесь должна быть механика, лапы рабочие. То есть сейчас вот изготавливаются лапы, да, это вот тараканы. Покажем, да, вот смотрите, пожалуйста, да. Это вот, я смотрю, клей. Вот он что, дерево? Дерево, клей, проволока. Ничего такого... Капроновая нить, да? Сверхъестественного нет. Да, ну в данном случае да. Вообще мы вот сами механизмы делаем. Кто это придумывает, как это будет все? Одно дело нарисовать, а другое дело воплотить. Ну, сами придумываем. Я еще занимаюсь механикой кукол. То есть тут же в любом случае, помимо каких-то художественных навыков, да, нужно какое-то, мне кажется, инженерное, да, образование. Ну, да, механика, да, есть такая должность, конструктор кукол.
Но на данный момент у нас официально, по-моему, нет и сейчас. Поэтому я занимаюсь этим. Все заключено в одном простом слове бутафор. Да? Да, можно и так сказать. Ну вот, а по разновидностям, да, какие бывают куклы? Я вот, насколько знаю, есть, которые управляются, да, есть, которые в руку туда вставляешь. Да, есть настольные. Вот то, что у нас чаще всего делается в спектакле, это настольные куклы, чаще всего. Потом ширмовые идут, гапитные. А Это вот когда можно немножко поподробнее, настольные, чем они отличаются? настольные, ну я могу показать. Так, Обычно делается какой-нибудь стол, площадка, на которой работают куклы. И актеры их водят вот таким вот образом. Вот. Если то надо- есть вот Да, ручки вот. сзади, да, и просто... Да, в спине и в голове чаще всего. Ну, если, допустим, механика тогда. нужна какая-то, делается механика. Здесь вот такая вот. Ну и руки. Иногда бывает трости вставляют небольшие, а иногда прям руками вот так вот и водят. Вот это вот, друзья, называется настольная кукла. В данном случае это кролик. Похож из этого, из Винни-Пуха. Да? Ну, может быть, да. Но вообще, это спектакль, по-моему, назывался «Ты для меня». Это уже старая кукла. Ее тут принесли нам на ремонт. Ну, настольная. И, ну, следующие какие дальше будут? Потом дальше у нас идут гапитные куклы. Но здесь у нас нет, наверное. Ну, мы еще пойдем посмотрим, где у вас хранилище кукол. Там уже покажете, да? А Да. вот по структуре гапитная, это как она? На нитках, да, или как на... Нет, это специальная конструкция делается. Там рабочая голова у нее. Я вот не знаю, наверное, нету у нас сейчас Это гапитных. вот в моем, как бы, понимании обыденном, да, скажем, простого человека, который, ну, далеко от этого, это вот есть куклы, которые на веревках управляются, есть, которые Это, внутрь. да, есть, это марионетки на нитках. Марионетки, да. Мгм. Мгм. Есть еще штоковые марионетки, или как там, сицилийские, их можно назвать еще. У них идет жесткое крепление, проволока сверху идет таким вот образом. Ага. Вот. И есть марионетки только на нитках, и управляются вагой, специальная конструкция. Вот, с них идут нитки и куклам, и таким вот образом управляются. Там бывают разные сложности. Но мы почему-то марионеток как-то у нас мало приходится делать. Есть такие спектакли. Ну, вот. Но там видно сложности в управлении. А вот именно получается и по структуре кукол, да, и непосредственно строятся и декорации, оформления сцены, да? То есть как нужно же места, куда прячутся актеры, да, чтобы их не было видно, да? Ну, это решается на стадии как раз вот художника и режиссера, как они видят картинку. Ага. Вот. Сколько Их идеи. в среднем, да, затрачивается время на изготовление одной куклы? Ну, так сразу не сказать, потому что, как правило, мы делаем сразу, не по одной кукле отдельно, То а есть сразу всё вместе в все, спектакле, да. все полностью, да, весь. Мгм. То есть, получается, в один день можно где-то чуть-чуть ногу поделал одного, потом другого, да, то есть, Ну, чаще всего так и приходится, да? да. то есть так это уже Почти, как показ практики, почти это удобно, конвейерный. да? Да, Либо ну, положите, это ничего страшного. не совсем конвейерный, конечно, но чаще всего, иногда часто, да, приходится так делать. Сразу там, допустим, трости для рук там, или несколько гапитов сразу делается на все куклы, а потом уже к ним головы отдельно лепятся. На гапитные куклы там применяется чаще всего папье-машевые головы. Это лепится из пластилина голова, вот на примере вот такой вот стоит. Ну, давайте сейчас я принесу, вам покажем тогда, что такое это. Можно же? Да. Так. Но Вот это как вот. раз вот для Мгм. куклы репка, который в стиле Маппет. Снимается с нее половинка формы,
распрямляется, потом по ней склеивается. В Это общем, изначально из пластилина делается лекало. лекало, да? Да. А сначала, да, делается, если габитная кукла, ну, то полностью лепится голова. Вот, потом папье-маше, или отливается форма, или, чтобы быстрее, мы часто делаем. Если форма несложная, то можно сразу лепить вазелин, сразу, чтобы не прилипало. Лепится папье-маше, ну, бумага, газетный слой и крафт. И потом все это снимается, высыхает, снимается, склеивается все вместе. Ну, для того, чтобы снять, нужно, естественно, разрезать все это дело. Ну, такой, я бы сказал, трудоемкий процесс. Да, Очень такой, есть такое. требует терпения. Да. А еще вот такой момент, получается, регулярно на протяжении сезона, да, что-то новое? Да, так как у нас город небольшой, так сказать, и приходится часто репертуар обновлять. Вот. Ну, вообще, тут это уже вопросы не ко мне, это к администрации. Вот. Но, а так в целом, да, 2-3 спектакля в год. В сезон, да, получается. сезон. Да. И это же спектакль, да, друзья, это же не один главный герой, да, а там, не знаю, там целое семейство, да? По-разному бывает, да. Это, ну, правда, у нас... 5-10 приходится делать, да? Да, бывает много, бывает не очень много, но все равно работа есть. Ну, правда, есть еще и драматические спектакли у нас ставили. Вот. И там поменьше работы, но тоже декорации, там может, реквизит. реквизит. Да, Да. на сцене. Да, ну а в целом, как, я понимаю, может быть, немножко вопрос не по адресу, но все равно вот отклик же есть какой-то, как вот зритель как воспринимает? Ну, замечательно. Чаще всего вот, я слышу отзывы положительные. То есть вот это как-то оставляет какой-то отпечаток, может быть, позитивный, то есть приятно после стольких трудов, да, когда слышишь какие-то отклики, что был спектакль такой, как все интересно было. Ну, конечно, да. Осознавать, что вы причастны к этому, да? Да, да и даже когда просто вот уже все готово, конечно, работаешь, тут много бывает, возникают трудности уже и надоедает, но потом, когда все это завершается, вот смотришь сдачу и думаешь, хорошо. Ну вот как, скажем, профессионал, мастер, да, своего дела, в частности, вот, бутафорного, да, но мне слово, как-то язык не поворачивается, бутафорный, кукольник, да, можно сказать, мастер кукол. Вот, давайте так, топ-3 самых основных инструмента, которые вы чаще всего используете в изготовлении кукол. Ну, я не знаю, в разных, наверное, театрах по-разному, но чаще всего это трудно сказать. То есть их настолько много, что выделить 3, да, основных? Конечно, да. Ножовка, молоток, дрель, электро. То есть нет такого, как в советском автопроме, то есть главное это пассатижи и ключ на 13, да? Здесь такого нету. Ну, ключи реже применяют, ну, практически не применяются. А вот пассатижи, да, применяются. Кусачки, пассатижи, все. Ну, есть еще кое-какие станки, вот, сверло. Итак, друзья, выдали новый халат. А это значит, что дело пахнет испытанием. Все-таки у нас проект испытан на себе. И сегодня, я бы сказал так, мне посчастливится приложить свою руку к изготовлению одной из кукол на ближайший спектакль «Репка». Ну что, будем приступать. Работа мне досталась несложная. Сейчас Александр мне объяснит, но я так понял, что мне нужно что-то выпилить. Этот момент настал. Сейчас, Александр, так, что мне нужно делать? Я готов в бой. Ну, вот этим тараканам нужно сделать ступни, вот эти вот. Покажем так. Ребят, вот такие эскизы. Тараканы крепкие. Мы сейчас будем делать ступни. Вот. Одну пару я уже выпилил. Но это Так, одна уже. Приблизительная форма. Можно покажу, да? Вот примерно такие вот они. Приблизительная форма. Вот. Вам нужно просто взять с них, перевести карандашом. Карандашом, да. Это я умею. Так, лучше, конечно, к одному краю, да? Вот так.
держать? Да, в принципе, не обязательно, потому что это А все это будет ж все не равно это, уже как никуда не пойдет. А все равно вот это вот Привычка. привычка экономить, да? Да-да-да. Есть. Так. Получается он... Так, ну и еще одну. Можно на эту же. Потому что все это будет обтачиваться, это форма приблизительная. Вот так вот будет, например. Ну, так, чтобы потом легче было выпиливать еще. Угу. Вот. Ну и теперь Ну, лобзиком такой по, эскизик. да, Вот по этим. контуру нужно Так, а выпилить. как его, Сейчас чтобы было удобно, наверное, стоя лучше. можно отпилить кусок, ничего страшного, вот таким вот образом. А. И потом Сейчас мы просто маленький, да? Так, да, вот это специально под ним сделан, да? Вот так. конечно. Сильно близко не обязательно, потому что чтобы она могла лежать на плоскости. Потом Заготовка. просто, чтобы удобно было, да? Да. И еще такой момент. Этим лобзиком пилят не так. Да? Да. Как ножом. Вертикально нужно пилить. вот. Вот так? Да. Да. Давайте покажу. Так, есть. Ой, ломчиком такими точно не пилил. Так. Заготовка лежит вот приблизительно здесь. В общем, и пилится вот таким вот образом по контуру. Вообще как хорошо быстро идет. Все, понял, понял. Такой момент. Нижняя часть должна чуть вперед идти. Понял. А иначе будет при изгибах заваливаться на сторону. Можно развернуть немного, Так, ну мы сейчас... как удобнее. Можно перевернуть для удобства. Одна почти есть. Но это еще получается первичная оборот, потом еще обрабатывать, да? Мгм. Так, уже более-менее. Так, дальше здесь мы идем, значит. Вот хорошо, что вы показали. Теперь, друзья, я буду точно знать, что лобзиком пилить нужно вот Лучше, так вот. лучше чуть-чуть. с этой стороны, стороны, потому что да, угол очень острый, неудобно будет. Ну и пальцы осторожно, не подставляйте под пилку, потому что ощущения потом неприятные. Так. Ну и здесь да, вот эти самые большие куски, а потом лучше, чтобы она лежала, Прямо вот. да, О, то будет прыгать. Так, это уже все. Вот еще кусочек, да, остался. Так. Его можно, да, спилить, а можно уже потом обработать Да, тут на неудобно. станке. Так, ну второй немножко по этот. Ничего Так, страшного. потом это все обрабатывается на станке, да? Да, по контуру обработать. Сейчас я покажу. Угу. И здесь аккуратно нужно делать. По контуру вот таким вот образом. Сильно давить не нужно. Понял, потихонечку сосредоточиться. Все, понял, потихонечку. Так. Чтобы из рук не вырвало, потихоньку держите. Прям по всему контуру или вот эти уголочки? Нет, полностью, всю плоскость. Полностью по плоскости.
Примерно. Да, Так, сейчас я... хорошо. Ну, примерно, друзья, это сделали там уже точно уже, да, вы сами доведете, да? Еще будет обработка формы, уже дальше напильником, уже ручная. Ну, в принципе, принимается моя работа. Конечно. Ну что, друзья, испытал на себе лапка у таракана в новой сказке. Я приложил к этому тоже руку. Спасибо Александру. Самое главное для актера-кукольника – это сделать куклу максимально живой в работе над ролью. То есть если драматический актер, у него есть много способов выражения. Это мимика, вот, лица, которая заметна, но те же жесты, голос, то у актера-кукольника способ выражения – это его кукла. Вот, на площадке. Ну и, естественно, здесь немаловажное значение имеет техника вождения куклой. То есть для актера-кукольника водить куклу, сделать ее максимально живой, это самое основное, что, наверное, нужно в работе. Да, специально это мучит, потому что прежде всего это техника вождения куклы, потому что куклы бывают разные, бывают куклы ширмовые. Ширмовые куклы — это те куклы, которые работаются на ширме. То есть мы как бы поднимаем руку, и вот здесь у нас находится кукла. Вот здесь, естественно, идет нагрузка на позвоночник, на руку, на плечи, на шею. Да, да, то есть это такая требующая подготовки, я бы так сказала, физической силы какой-то тоже, потому что тренировок может быть тоже, потому что 40 минут, как обычно спектакль кукольный идет, 40 минут, бывает час, если это взрослый спектакль. Вот, и 40 минут держать руку вверху достаточно сложно. Это если при положении, например, за ширмой. Бывает так, что режиссеры, когда создают свои спектакли, они волей-неволей создают дополнительные сложности актерам в работе над ролью с куклой. Например, когда приходится работать на коленках, лежа на спине, потому что плоскости разные могут быть вождения куклы. Вот, и ты тут уже сам как актер приспосабливаешься к этим обстоятельствам, которые дает режиссер. Вот. Естественно, техника вождения куклы. Так вот, ширмовые куклы, они бывают разного вида. То есть это и перчаточные, то есть когда мы одеваем, работаем с помощью пальчиков, да, перчаточные куклы. Бывают мимирующие куклы, которые вот с помощью руки, да, маппеды, которые тоже работают с помощью руки, тростевые, то есть работа с тростями, это вот ручки кукол на тростях, и работа с тростями тоже требует определенной подготовки, определенной техники вождения, потому что зритель должен поверить в существование персонажа. А дети — это такая публика, которую не обманешь. Тем более, вот если детские спектакли. Если взрослого еще как-то можно, ну, хотя тоже достаточно скептично относятся к какой-то неправде на сцене, то здесь в кукле она должна быть максимально живой, сама кукла, должна жить на площадке. То есть ты должен смотреть и верить тому, что происходит на сцене. В принципе, это вот общее, наверное, что в драме, что в куклах. Ну да, вот я так понял, что основное хочется акцентироваться на физподготовке, да, потому что это очень, это гораздо сложнее, чем актеру на сцене. Физподготовка, в принципе, любому актеру нужна, и драматическому, и кукольнику. Кукольников есть, конечно, это для рук, потому что у кукольников большая нагрузка идет на кисти рук. То есть вот мы говорили о верховых куклах, существуют планшетные куклы, которые работают на какой-либо плоскости, на коленках, на полу, на столе, там неважно где, но это вот на планшете, то есть, грубо говоря, поэтому они называются планшетными. Поэтому там тоже идет, и куклы же, они, как правило, сложные куклы, они идут с механикой. То есть идет нагрузка на пальцы, на кисть, на локтевой сустав, то есть вот очень мощно. Мы иногда вот перевязываем руки, потому что куклы бывают достаточно тяжелые. То есть это хорошо, если кукла весит немного. Бывают куклы тяжелые.
с весом до 3–5 килограмм. Поэтому Плюс ко всему, это нагрузка... всё в неудобной позе, как говорится. да? Конечно. Плюс еще бывает рост, который нужно увеличить, например, то есть ты становишься на каблук, или если роста не хватает у ребят, там на катурны, на каблук или на катурнах, то есть это нагрузка на позвоночник, естественно, дополнительно. Вот. Ну и плюс, конечно же, это движение, это работа, и в таком положении, например, держать все время куклу, это... Ну, сказывается. Поэтому, конечно же, нагрузка на позвоночник, нагрузка на шею в основном вот идет отсюда. Там сопутствующие у кукольников, как правило, сопутствующие заболевания, хондроз, ну вот как Ну, называют по их. итогу, резюмируя, сложнее все-таки, да, с куклой работать, чем просто выйти на сцену в каких-то моментах. Вы знаете, наверное, где-то как-то, я бы не сказала, в зависимости от роли, наверное, Ну, чтобы не всё-таки. обидеть ни тех, Ни тех, ни да. тех, да. Сложно везде. Сложно везде. В куклах, например, бывает какая-то очень мощная драматическая роль, от которой ты выжатый как лимон. Вот приходишь и все, и ты не можешь, потому что ты настолько выложился. С куклой ты тоже выкладываешься, но, например, бывает физически в тех же ростовых куклах работать. То есть ты, например, простой детский спектакль, работаешь все время в ростовой кукле. 40 минут ты находишься в ростовой кукле, в которой ты не можешь нормально дышать. Это очень жарко. Ну, такие вот сложные моменты. И, естественно, тоже устаешь очень сильно физически. А от драматических ролей ты больше морально устаешь, в зависимости, опять-таки, от роли, от кукол. Да, физическая, наверное, подготовка тоже имеет значение, потому что есть тяжелые кукольные спектакли, в которых ты работаешь вот за ширмой, за столом, бывает так. И поэтому, ну, тоже есть свои сложности. В каждой работе, что в спектаклях, как мы говорим, где мы работаем живьем, да, живым планом, и в спектаклях, где мы работаем куклами, у каждого есть свои сложности, свои плюсы. Минусов нет, скажем так. Но я считаю, что физическая подготовка нужна и там, в любом случае. Так, ага. Это что здесь? Это цех художников, да? Цех художников, да. Ну, бутафория тут тоже есть. Например, вот как раз тоже куклы со спектакля «Репка». Это кот будет вот такой. Маша его делает. Вот что значит... куклы в стиле Маппет. Ага, вот прям, да. Что же все-таки больше, да, вот в исполнении это искусство представления, да, или все-таки сопереживание, исполняя роли в кукле? Когда актер работает над образом в кукле, я думаю, здесь большей частью важен синтез. Потому что бывают очень сложные роли. Бывают роли как бы в сложных взрослых спектаклях. И работая над образом, бывает очень сложный эмоциональный ряд у актера. И для того, чтобы его воплотить, у него есть инструмент кукла. И вот ему нужно свои эмоции вложить в куклу. Вложить в куклу и так, чтобы она уже это все передала. Получается, это мощный синтез актера и куклы, его эмоции, то, что у него здесь, его нутра. Он это вкладывает в куклу, и с помощью техники вождения он должен передать зрителю весь этот мощный эмоциональный ряд. Например, в сложных взрослых спектаклях, например, ну, таких, как вот у нас «Страшная месть». Есть спектакли,
которые делают режиссеры, например, тоже сложные, но они делают их с помощью каких-то определенных картинок, вот представления, да, есть спектакли, в которых актер не затрачивает себя эмоционально, он затрачивает себя только технически. Вот, потому что вот работая над спектаклем Петра Турухановича «Китайская история», мы как актеры, мы большей частью работаем технически, потому что там работа на картинку. А зритель, уже видя эту историю, он воспринимает ее эмоционально, он сопереживает, он задумывается над какими-то вещами. Но мы, актеры, выполняем сугубо техническую функцию. То есть смотрим за тем, чтобы грамотно и вовремя создавались смена декораций, чтобы хорошее было кукловождение, вождение куклы, смена картинок, там работа со светом. Вот. И вот в этом спектакле мы эмоционально сильно себя не затрачиваем, но затрачиваем мощно физически. Вот. А зритель уже получает визуальную картинку. Есть спектакли, где ты затрачиваешь себя и физически, и эмоционально, где существует вот этот вот самый синтез, где есть монологи актерские с куклой, то есть где идет мощный монолог, и ты должен с помощью куклы отдать свою эмоцию зрителю. Вот про эмоцию, да, хотел узнать. Ведь куклы, да, ну не у каждой куклы есть столько эмоций, сколько, скажем, на лице актера, да. А вот как вот донести эмоцию без мимики, мимически, да? Существует техника вождения определенная. То есть определенные движения, это да. вот все вы придумываете, это все да? в движениях, да. Это актер, когда работает над куклой, когда работает над образом вместе с куклой, он работает технически тоже, он смотрит на технические возможности куклы, на то, как определенная эмоция будет выражена именно в этой кукле, в данной кукле, потому что куклы тоже разные. И говорить о том, что этой кукле это подходит, а той не подходит, ну, это так и есть. Потому что каждой кукле идет индивидуальный подход у актера. Тем более в каких-то сложных ролях, ну, скажем так, драматических, да, где идет какая-то мощная эмоциональная нагрузка. Вот, где нужно играть, я не знаю, смерть, трагедию, вот, боль, где актер с помощью, понятно, что голос, он и там, что в драме, что в куклах голос основополагающая, речь основополагающая. Но в драме мы работаем с помощью мимики, то здесь кукла работает с помощью движений, с помощью правильных, грамотных движений, которые передают именно то эмоциональное состояние, в котором находится актер. Вот в этом и есть синтез искусства переживания и искусства представления. То есть мы техническую часть с эмоциональной соединяем. Вот. Когда ты уже хорошо владеешь этой куклой, то есть когда ты уже научился, ты понял, какие движения, ты с ней слился как бы, ты уже не задумываешься над тем, как у тебя двигается кукла. Она у тебя двигается вместе с тобой как бы на автомате. То есть и все эти переживания, они идут через нее уже автоматом. Тебе не нужно вот как бы подыскивать, искать, потому что какая-то часть этапа работы над куклой произошла техническая. Ты просмотрел ее возможности, что она может, как она передает ту или иную эмоцию. И когда ты уже, ну, как говорится, вжился в образ, стал един вместе с куклой, ты уже начинаешь не задумываться. Уже идет это автоматом, и твой эмоциональный ряд, он един вместе. То есть с куклой. получается так, слит вместе, простым слияние языком, да, произошло. сказать, что уже по сути сама роль тебя не держит, да, текст не крепит, ты Нет, просто ни уже текст идешь не и держит, творишь ни уже. техника, допустим, не держит, когда ты уже научился, когда у тебя есть уже, не держит ни техника, ни текст, уже есть слияние с куклой, когда ты ее освоил, ты понял, что она может, как она стала твоей, вот как бы ты в ней, она в тебе, вот, произошло слияние с куклой, ты уже дальше, ну, уже можешь творить вот те самые... Уже начинается полет, да? Да, творческий. уже творческий полет, и ты не задумываешься над этим, и вот это выражение всех своих эмоций, всех своих чувств ты можешь выразить через нее. Слушай, Кристина, ну скажи еще такой момент, да, вот, ну, во многих, ну не во многих, в некоторых
религиях, да, там кукла представлена немножко в другом аспекте. Есть какие-то либо суеверия, да, или, может, какие-то, не знаю, страхи, опасения, там, ну, вот что-то, например, не знаю, потустороннее, ну... Актеры вообще народ суеверный, честно. Вот. Ну, ладно, буду говорить за себя, да. Потому что в постановках замечаешь, волей-неволей ты замечаешь какие-то странные вещи, когда идет постановка того или иного спектакля, особенно связана с потусторонней, ну, тематикой, так скажем, вот с тем же Гоголем, например. Ну, каким образом актеры... Ну, в церковь ходим, да, то есть те, кто верит, да, те, кто верующие, естественно, там ходим в церковь, ставим свечки, стараемся как-то немножечко себя, ну, как бы обезопасить, что ли, вот так, наверное, будет точнее сказать, потому что, например, когда приходится играть, ну, скажем, ведьм, там, дьявола, вот такие вот персонажи, да, потустороннюю силу, вот, конечно, стараешься себя обезопасить, хотя это безумно интересно. Потому что вот, ну, как говорится, всегда положительных героев там или каких-то таких персонажей играть, ну да, ну, играть, да, они такие вот вроде бы, то вот, ну, положительные словом, то когда играешь... Слушай, хорошего злых, злодея да, нужно еще уметь сыграть. Да, вот злых или какую-то вот такую силу. Во-первых, это страшно, ну, в какой-то момент, то есть есть страх. Я не про злодеев сейчас говорю. Злодеи всегда играть интересно, вот честно, потому что это большой спектр для актера всегда. То есть это вот масса возможностей, масса приспособлений, эмоционального ряда, всего-всего-всего, все, что он может воплотить в этом образе. То в положительном несколько иная. Все равно ты как-то ограничен. Вот, это все равно какая-то сдержанность. Есть да? какие-то ритуалы, может быть, да, вот как, например, у космонавтов, да, когда Юрий Гагарин первый раз посетил, ну, отправился в космос, да, с тех пор, как бы, насколько я знаю, ну, дам информацию, давай, что все космонавты, которые идут на орбиту, готовятся к старту, они все проделают то же самое, что это просмотр фильма «Белое солнце пустыни», плюс, ну, максимально, вот если вот это последний день, у вас есть какой-то, перед какой-то сложной ролью работать с куклой, с новой, какой-то, может быть, не знаю. Ну, там... тут каждый, ну, как бы режиссер все равно собирает, и мы как бы настраиваемся на все это дело, то есть вот, приметы, ну, как бы приметы вот эти актерские, наверное, знаю все, там упал текст, надо сесть непременно, там, чтобы роль была благополучной, чтобы не перешла какая-то, вот, допустим, если играешь какого-то больного, это и в драме, и в куклах, в общем-то, это все вот как бы, ну, в драме, наверное, потому что ты сам, тут можно как бы абстрагироваться, это кукла вроде бы, но с другой стороны ты все равно стараешься себя как-то снять это все, то есть там какими-то определенными движениями, у каждого свои, это когда там снять, ну, кто-то там, кто-то вот так, кто-то, ну, вот по-всякому, по-разному, конечно, конечно, это присуще, потому что кто-то сразу, ну, четко есть вот эта вот грань абстрагироваться, это я есть я, а образ есть образ. Ну что, друзья, сегодня в творческих кулуарах святая святых, в мастерской по изготовлению кукол в театре нашем Нерюнгринском. Ну, это был Сергей Козюра и программа «Испытано на себе». Приходите в театр, смотрите спектакли и радуйте себя и своих детей. Всего доброго, пока. Испытано на себе.